أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сегодня мы ознакомимся, биизниллах, с помощью Аллаха, с научным трудом ученого, доктора шариатских наук Ибрахима Ша'бана Аль-Муршиди Аль-Азхари «Кавашиф аль-Джалия фи радди аля аль-Вахабия» «Ясное откровение в опровержении ваххабизма». 4 глава данного труда носит название «Биляд аль-Харамайни аша'iрату аль-Акидати суфияту сулук». Земли двух святынь – это земли с ашаритским убеждением и суфийским поведением. Автор данной книги, доктор Ибрахим Ша'бан Аль-Азхари, пишет в своем труде: земли двух святынь, под двумя святынями имеется в виду заповедная мечеть в Мекке и мечеть посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха в Медине. Так вот, земли двух святынь до появления Ибн Абдул-Вахаба была славной землей исламского мира, излучавшим свет и знания. Вера в Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха, в этих землях основывалась на методологии признанных ученых, и земля эта была полна праведниками. Мы видели, как на протяжении всей истории имамы этих двух святынь придерживались в убеждениях в акиде, придерживались имама Аль-Аш'ари, а в фикхе, в мусульманском праве, преподавали, изучали 4 известных мазаба, в особенности мазаб имам Шафи'и, да смилуется над ним Аллах. Имамы этих мечетей, этих святынь следовали таким тарикатам, как Шазилия, Кадирия, Рифаия и других тарикатов. Пока не пришел Ибн Абдул-Вахаб со своим ложным призывом, который клеветнически, вероломно нарушил святость этих двух святынь, двух мечетей, обвинил их имамов в многобожии, ширке, и даже дошло до того, что он разрешил проливать кровь в этих святынях. Автор данной книги, доктор Ибрахим Ша'бан, говорит о том, что его слова не голословны, и он не возводит клевету на Ибн Абдул-Вахаба, поскольку его книга основана на доказательствах, на трудах сторонников ваххабизма. И далее автор пишет, что, основываясь на книге «Ад-Дурару Санияти фи аджубати ан-Надждияти», он расскажет, что совершали ваххабиты на землях двух святынь. Эта книга, говорит автор, является самым авторитетным источником ваххабистов. Написана она не врагами ваххабизма, а его сторонниками. Но несмотря на это, эта книга выступает против них, а не за них. Доводы из этих книг из этой книги выступают против самих ваххабизмов, а не в пользу них. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб совершил ряд опасных деяний, действий, которые негативно сказались на мусульманах и на исламе в этих землях. Автор Ибрахим Ша'бан Аль-Азхари все те деяния, которые совершались ваххабитами, сгруппировал в 5 пунктов, то есть 5 видов деяний. Теперь мы рассмотрим каждое из этих деяний в отдельности. Первое деяние – это «Хадмуль кибаби ва кубури сахабати ва салихин», то есть разрушение куполов и могил сподвижников и праведников. Ибн Абдул-Вахаб разрушил могилы сподвижников и праведников, поскольку считал, что простое обращение с доступничеством к праведникам, то есть тавассуль, или же благословение, поиск благословения, табаррук, являлось, по его мнению, ширком и многобожием. Хотя нужно отметить, что мусульмане на протяжении всей истории поступали так, и алимы на протяжении всей истории одобряли это и никак не запрещали. По этому поводу
Ученый Саад ибн Хамад ибн Атик в книге, той же книге ихней Ад-Дурр Санити пишет, цитата: «Не утаит того, что Аллах даровал ему, то есть Ибн Абдул-Вахабу, завоевание священной святыни, то есть Масджид аль-Харам в Мекке, и то, что это привело к возвеличиванию слова ислама, поражению людей многобожия и тирании и греха, и разрушению того, что ввели люди в заблуждение, разрушением куполов, святилищ и построек на могилах. И это является, по их мнению, одним из величайших благословений для вас и мусульман». Смотрите, как автор описывает население людей, живущих в этих священных землях, на землях двух святынь. Люди многобожия, тирании, заблуждения. А по сути это его отцы, ихние отцы, деды, которые посещали могилы праведников, искали у них благословения. Также от Дура Сания сказано: шейх, то есть Ибн Абдул-Вахаб, приказал снести купола и мечети, построенные в Аль-Джубейле. Эта деревня Джубейл находилась в округе современного Ар-Рияда, то есть столицы Саудовской Аравии. И Ибн Абдул-Вахаб приказал снести купола и мечети на могилах сподвижников, да будет он Аллах. Это было первое преступление, совершенное ваххабитами на земле двух святынь. Осквернили могилы сподвижников, их последователей, не уважая их святость. Из этого можно сделать вывод, что на этих землях, на землях двух святынь, находились святыни, зиярты сподвижников и праведников. И люди на протяжении более 1002 лет посещали их и искали утешения, благословения и заступничества у этих праведников. Ибн Абдул-Вахаб же этим самым под предлогом сохранения единобожия, сохранения веры, он запретил это, и это не что иное, как ложное убеждение или ложное утверждение Ибн Абдул-Вахаба, которое не имеет никакого веса на весах шариатского права. То есть тавассуль и табаррук не запрещены шариатом, а дозволены. Затем автор переходит к второму деянию, которое совершили ваххабиты в своем труде, а именно обвинение многобожий мусульман на земле двух святынь. Разрушив купола и могилы сподвижников и праведников, Ибн Абдул-Вахаб не успокоился на этом, а начал обвинять в многобожии прихожан двух святынь и тех, которые жили вокруг этих мечетей. Он говорил, что они приобщают сотоварищей Аллаху. Отсюда слова Ибн Абдул-Вахаба, цитата: «То, что мы запрещаем в двух святынях, также в городе Басре и Аль-Ихса, является многобожием перед Аллахом». Ибрахим Ша'бан Аль-Азари с удивлением вопрошает: «Не знаю, где же многобожие, которое никто из последователей Ибн Абдул-Вахаба не нашел в этом. Ни один из современников Ибн Абдул-Вахаба, ни один из шейхов никогда не говорил, что страна двух святынь борется с исламом и противится исламскому призыву». А вот что было сказано от Дура Сания в ответ одному из иракцев, осудившему ваххабитский призыв. Цитата: «Поскольку люди двух святынь отказались принять ислам, отказываются подчиниться повелению Аллаха и его посланника и остаются в том же многобожии, заблуждении и нечестии, в которых находишься сегодня и ты, то на нас лежит обязанность вести джихад. Хвала Аллаху за это, во что бы то ни стало удалить это из святыни Аллаха в Мекке и святыни его посланника в Медине, не допуская при этом нарушения их святости». Тут автор обращает наше внимание на то, на высказывание, когда люди двух святынь отказались принять ислам. Слово «отказались» означает отвергли ислам и отвернулись от ислама. Под истинным исламом, от которого отвернулись якобы мусульмане, автор подразумевает ислам, тот ислам, который понимал только Ибн Абдул-Вахаб, а не тот ислам, которого придерживались абсолютное большинство мусульман. Затем на земле двух святынь появилось третье явление, и оно оказалось более опасным, а именно обвинение ученых
двух святынь в многобожии и куфре. После того, как Ибн Абдул-Вахаб обвинил обычных простых людей в ширке и многобожии и в куфре, он перешел к тому, что начал обвинять в многобожии и в ширке ученых и уважаемых людей двух святынь. Тут можно привести слова Ибн Абдул-Вахаба из этой же книги Ад-Дур ас-Санияти. Следующие слова. Ибн Абдул-Вахаб говорит своим последователям: Аллах благословил вас признанием всего этого учеными многобожниками. Вы слышали их признание того, что в двух священных мечетях в Басре, Ираке и Йемене совершается многобожие. Они признались вам, что их религия многобожие. То есть Ибн Абдул-Вахаб говорит, что ученые двух мечетей, двух святынь сами признались в том, что они совершают ширк, многобожие. Субханаллах, какая клевета. Мы не исключаем, что некоторые ученые двух святынь могли признать истинное слово Ибн Абдул-Вахаба, и что они многобожники, и что они совершают ширк. Но это, может быть, было только под предлогом того, что они пытались защитить себя от гибели по причине неподчинения повелению Ибн Абдул-Вахаба. Аль-Джабарти в книге «Тарих Аджаиб аль-Асар» упоминает о событиях 1217 года по хиджре, когда группа ученых и знатных людей отправилась в Мекку, чтобы отправиться дальше в столицу Османской империи, в Стамбул, и сообщить о распространении ваххабизма и попросить помощи у султана защитить их от Ибн Абдул-Вахаба. Ибн Абдул-Вахаб не ограничивался обвинением ученых, простых людей в неверии и ширке, и говорил, что наказание для них, для людей, которые отвергают его путь, ждет их не только в мире этом, но и в мире вечном. Он говорил, что каждый, кто не соглашается с ваххабизмом, окажется в аду навечно. И далее это объяснение переходит в четвертое явление злодеяния Ибн Абдул-Вахаба на земле двух святынь. А именно, أوجب الوهابية النار لكل من يخالف طريقتهم. То есть ваххабиты утверждают, что любого, кто отклонится от их пути, ждет наказание ада. Никто из людей не должен отклоняться от пути семейства шейха Ибн Абдул-Вахаба, да помилует их Аллах, и противиться тому, чего они придерживались в основах религии, ибо это прямой путь, и тот, кто отклоняется от него, встает на путь обитателей ада. Вот цитата из главного источника ваххабитов Ад-Дур ас-Санияти. Как видим, ваххабиты допускали пролитие крови тех, кто не согласен с их убеждениями. И это великий грех, это великое преступление. Они убивали тех, кто тайно или открыто критиковал их, и обещали ад тому, кто противится им. Усман ибн Абдулла ан-Наджди аль-Ханбали, историк, умерший в 1290 году по хиджре, говорит в своей книге «Унван аль-Маджди фи тарих аль-Наджди» — символ славы истории Неджда. Они захватывали своих врагов силой, и люди Неджда стали униженнее, чем рабы среди самих себя, а их ученые и уважаемые из них были разбросаны, либо изгнаны, либо лишены крови. И это говорит известный ученый, историк Неджда и династии семейства Саудов. Или вот другие слова, которые приводятся в книге Мухаммада бин Абдулла бин Хумейд. Это ханбалийский муфти Мекки, умерший в 1295 году по хиджре. В книге Ас-Сухбуль Вабиля аля Дараих Ханабиля. Тяжелые облака над святынями ханбалитов. Упоминая в ответ Ибн Абдул-Вахабу и его брата Сулеймана, он сказал: Аллах уберег Сулеймана от зла и вероломства своего брата Ибн Абдул-Вахаба, несмотря на ту его огромную силу, которая пугала людей даже на расстоянии. И если кто-то выступал против него, и он не мог убить его открыто, он посылал кого-нибудь убить его в постели или на рынке ночью, потому что говорил, что тот, кто выступает против него, является неверным и что убийство дозволено. И это свидетельство шейха ханбалитов и муфтия в Мекке,
который был имамом заповедной мечети, преподавал, выносил фетвы, изучал хадисы, изучал историю. На этом деяния Ибн Абдул-Вахаба не закончились. Он применил силу, более того, счел дозволенным пролитие крови мусульман и изъятие имущества их. Об этом речь, иншаллах, пройдет на нашей следующей встрече. Мы просим всемогущего Аллаха уберечь нас от тьмы заблуждения и озарить нас светом знания и понимания. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.